В Москве прошел Конгресс национального здравоохранения, и Башкортостан представил свой опыт на отдельной площадке. Давайте об этом сегодня поговорим в программе интервью. Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан. Айрат Разифович, здравствуйте. Добрый день. Но я предлагаю все-таки наше интервью сегодня начать не с национального конгресса, хотя, безусловно, это одно из самых главных событий этого года, но с того, что сегодня в Башкортостане был впервые искусственный интеллект расшифровал рентгеновский снимок пациента. Да, сегодня для Республики Башкортостан знаковое событие, для медицины в том числе, потому что вы знаете, что мы участвуем в пилотном проекте, практически во всех пилотных проектах российских, и одно из них связано с внедрением искусственного интеллекта в нашу жизнь, в нашу рутинную практику врача. Это система поддержки принятия врачебных решений, а вот сейчас уже это когда искусственный интеллект распознает снимки и помогает врачу понять, есть ли там опухоль, есть ли воспаление или другие какие-то изменения. Сюда вошли компьютерная томография головного мозга, это рентген грудной клетки, это флюорография, маммография и многое другое. Мы подключились уже к системе Мосмед ИИ, это правительство города Москвы. Они нам предоставили доступ туда, и вот сегодня действительно первый снимок искусственный интеллект нам помог расшифровать. Но, как сказал президент на Конгрессе, самое главное это все-таки вердикт врача, и его слово будет последним. Ну, как вы думаете, насколько часто можно прибегать именно к искусственному интеллекту? Вообще, можно ли поставить на поток? Не то, что можно, а нужно, это наша задача и цель. Вот скрининг и большой массив информации будет лучше обрабатывать искусственный интеллект, это однозначно. А врач уже принимать решения. Например, мы провели через искусственный интеллект 1000 снимков, и там обнаружили 5 подозрений на опухоль. И эти 5 подозрений более внимательно уже смотрит врач и определяет, какая-то опухоль, и нужна ли биопсия или нет. И потом ставится правильный диагноз и назначается лечение. Все ради здоровья наших пациентов. И где был сделан рентгеновский снимок, который проанализировал искусственный интеллект? У нас несколько медицинских организаций участвуют в этом пилотном проекте. Одна из них это 21-я больница города Уфы. И вот там был произведен этот снимок, направлен в Мосмед ИИ, и нам пришел результат после прочтения его искусственным интеллектом. Это занимает буквально секунду, но это огромное подспорье для врача. Какой результат был? Или это все-таки тайна? Результат: наш пациент здоров. Здорово. Ну и давайте поговорим о Национальном конгрессе здравоохранения, который прошел в Москве, и тем более Башкортостан был представлен отдельной площадкой. Чем запомнился этот форум? Да, вот, действительно, прошедшей неделе был большой национальный конгресс, посвященный здравоохранению. Его представляла Татьяна Алексеевна Голикова, министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко, и на пленарной сессии был президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это действительно солидное мероприятие, это некие итоги года, это подведение результатов. И, конечно, мы много говорили о развитии и повышении результативности первичного звена. На отдельной сессии целевой образ первичного звена, целевая модель, была представлена на примере Республики Башкортостан. Для нас это большая ответственность и, конечно, большой опыт, потому что ранее в таких мероприятиях в качестве отдельной сессии мы участие не принимали. И сейчас уже это результат нашей работы. И, конечно, мы здесь показали те сильные стороны, которые в республике есть. Это, конечно, стандартизация тех процессов, которые проходят в первичном звене. Это работа с кадровой службой, это инфраструктура, которую мы всегда развиваем и будем развивать, и непосредственно контролируют это и ставят нам задачи. Ради Фаритович, вы это прекрасно знаете. И, конечно, все это приводит к тем результатам, которые на сегодня мы имеем. А сессия была посвящена действительно первичному звену Республики Башкортостан и тем моделям, тем принципам, по которым мы работаем. Это стандартизация процессов, как я уже сказал, это сопровождение пациента на различных участках прохождения медицинских обследований, это соблюдение клинических рекомендаций, стандартов, это сокращение времени от момента подозрения заболевания на установку окончательного диагноза, это цифровизация, это, конечно, цифра, наша сильная сторона, и это много-много другое. На сессии был и представлял регион руководитель администрации главы Максим Васильевич Забелин, был министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко и первый заместитель министра Виктор Сергеевич Фисенко. Мы обсуждали те проблемы и те нововведения, те улучшения, которые есть. А в Республике Башкортостан я хочу сказать, что сформировался уникальный опыт, и мы им делились, охотно делились с Российской Федерацией. К нам уже приедут несколько делегаций из других регионов, уже к нам
напросились в гости. Уникальный опыт связан с чем? Это в первую очередь наши собственные проектные решения, которые мы развиваем. Это уникальный опыт и лучшие практики Российской Федерации и международного уровня, которые мы берем, к себе адаптируем под наши процессы и реализуем. Поэтому команда Минздрава в этом направлении работает. Мы не собираемся останавливаться на месте. На следующий год новый конгресс, и я уже своей команде сказал, что мы будем показывать на следующий год и какими нововведениями делиться. Для нас это важно, но и это важно и чувствительно для пациента, который, понимая то, что первичная помощь ему доступна, у нас повышается удовлетворенность медицинской помощью в целом в Республике Башкортостан. А для нас это фундаментальная задача. Вообще этих фундаментальных задач у нас две. Первое – повышение ожидаемой продолжительности жизни. Это люди должны жить дольше и должны быть здоровыми. И второе, конечно, чтобы от полученной медицинской помощи, от его качества пациент получил удовлетворение и поправил свое здоровье. Это для нас важно. Есть ли люди, есть ли кадры, которые будут работать в ФАПах? Потому что не всегда в огромной больнице есть кому работать, а это ФАП. Если будут стены, но там некому будет работать, зачем вообще, для чего это все делать? Поэтому это все у нас находится на ежедневном контроле. И те проекты, которые на сегодня есть по поддержке молодых специалистов, по поддержке на местах, по денежным выплатам проекта «Земский доктор», «Земский фельдшер», они, конечно, у нас активно работают. И вот за время работы этих программ более 1800 наших сотрудников получили эти выплаты. Это огромная армия врачей, которые пришли на территории и работают сейчас. Это первое. И, конечно, когда Федерация нам выделяет деньги на то, чтобы к нам приходили специалисты, получали эти выплаты, мы всегда просим больше. И когда есть возможность такая, нам выделяют еще дополнительное финансирование. И мы в этом году ждем еще дополнительное финансирование из федерального бюджета. Поэтому для нас это очень важно. И вот кадровый вопрос, он очень такой многосторонний. И, конечно, когда человек приезжает в район работать врачом, важно, чтобы его быт был еще устроен. Да? Это служебное жилье, например. Да? В этом администрация районов нас активно поддерживает. Это трудоустройство супруга-супруги куда-то. Это устройство детей в детский сад, например. И весь этот процесс, он очень такой многофакторный, как я уже сказал, и он решается ежедневно и системно. И поэтому у нас уже есть в этом такие большие подвижки. И в плане укомплектованности относительно Российской Федерации и других субъектов мы смотримся очень неплохо. И это заслуга общей такой командной работы. Но сейчас уже речь идет не только о модернизации именно медицины на селе, но и также в столице Республики Башкортостан, потому что очень много внимания уделяли, как говорил Ради Фаритович, именно сельской медицине, а теперь настало время и для города. Да. Вот как идет этот процесс? Да, по поручению Ради Фаритовича мы приступили в этом году к новому проекту. Это исключительно деньги субъекта Республики Башкортостан. И это поручение непосредственно. На что мы обращаем внимание? Вот с 2019 года мы активно улучшали инфраструктуру села. Это новые поликлиники, это новые объекты, это оборудование. Но при этом Уфа осталась в стороне, она не попала в национальный проект. И, конечно, инфраструктуру здесь нужно улучшать. У нас рентгены давно уже выходят из строя, ломаются, но они должны работать. И вот если ваш первый вопрос, да, про искусственный интеллект, для того, чтобы эту задачу решить, это огромный комплекс мероприятий подготовительных. Это должен быть цифровой рентген-снимок, это должны быть обученные специалисты, это должны быть специальные шлюзы, которые направляют снимки туда и возвращают обратно уже с заключением. Поэтому Уфу нужно поднимать, на это обратил внимание Ради Фаритович, это его решение. В этом году уже 3 филиала поликлиник мы приходим к завершению ремонта, но мы не просто делаем ремонт, мы под это заложили целую философию, это стандартизация тех процессов, которые там есть, это комфортное пребывание как пациентов, так и наших сотрудников, это единый стиль оформления, это внешний вид, это снаружи, стены, цвет, мебель,
мебель, оборудование, их расположение, что должно быть в кабинете, чего не должно быть. Это вот все важные такие мелочи, но они определяют, насколько человек вовремя, в срок и быстро получит ту медицинскую помощь, которая должна быть оказана в поликлинике. Поэтому мы с таким большими ожиданиями в этот проект вошли. В этом году первый объект сдаем. Дальше уже до 2029 года планируем дальше отрабатывать. Это больше 180 объектов в целом по Уфе. Это огромная работа. За какой период планируется реализовать? За 5 лет. Айрат Разифович, и Мурашко говорила однажды, отметила о том, что у нас в Республике Башкортостан очень развиты телекоммуникации, привел в пример Башкортостан. Вот как понятно, что мы внедряли эти технологии, как сейчас это на деле? Продолжается ли? Да. Вот сессию, которую мы проводили по идеологии, она состояла из нескольких частей, и мы приехали туда командой, которая отрабатывала разные направления. Мы говорили о стандартизации процессов, мы говорили про кадровую работу, и мы говорили про информатизацию и про промышленную медицину. И с точки зрения информатизации, повышения доступности услуг на селе, например, да, вы знаете, 38% населения нашего живет на селе. Это очень большой объем, и это определенные навыки у нас с точки зрения управления теми процессами, которые есть. Поэтому проект «Цифровой ФАП», который мы презентовали в 2023 году, он активно развивается, и в рамках этого проекта мы развиваем телемедицинские консультации. То есть человек с подозрением на острый коронарный синдром попал на фельдшерско-акушерский пункт. Ему сделали ЭКГ, это ЭКГ читается искусственный интеллект, направляет сразу в кардиоцентр. Кардиоцентр дает заключение и говорит, у человека острое состояние, срочно направьте его в свободный ангиограф. Это все доступно сейчас, и если раньше на это уходило до 30 дней, то сейчас это все сократилось в считанные минуты, секунды, и пациенту будет оказана та медицинская помощь, которая необходима. Поэтому мы фиксируем в разы увеличение цифровых сервисов, которые доступны для населения. Это не только телемедицинские консультации, хотя это очень интересное направление, мы этим занимаемся. Это выписка листков временной нетрудоспособности, это выписка электронного рецепта, это прочтение снимков теперь уже возможно, да, и многое-многое другое. Поэтому наш цифровой ФАП, а это уже тренд, который мы создали для Российской Федерации, он будет дальше жить, и мы его будем насыщать сервисами, которые будут и дальше развиваться. Но несмотря на то, что создаются условия, действительно и строятся ФАПы, и больницы, идет и реконструкция, но очень многое зависит, наверное, от самих пациентов и от самого человека. Да. Ну и вот от вас хотелось бы услышать, наверное, советы по продолжительности, увеличение продолжительности жизни. Как думаете? Вот именно что зависит от человека? Понятно, что создаются условия. Да, но здесь я хочу обратиться к нашим телезрителям, пользуясь этим случаем. Вот образ жизни, те факторы риска, которые есть, нужно ими заниматься. Поэтому первое – это вредные привычки, это алкоголь, курение, их быть не должно. Второе – это физическая активность, это не менее 10 тысяч шагов каждый день и ежедневно. И это диета и правильное питание. Это питание, где меньше соли, где есть овощи и фрукты. Поэтому все это создает образ здорового человека. И, конечно, здесь мы со своей стороны будем всячески эту идеологию поддерживать и быть примерами для этого. Поэтому ходите на диспансеризацию, ведите правильный образ жизни и, конечно, занимайтесь своим здоровьем. Здоровье человека зависит конкретно от него самого. Айрат Разифович, мне больше нечего добавить. Спасибо огромное, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо огромное. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.